Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале об основных темах этого выпуска. 400 точек накопления лома, цветного и черного металла. Почти все находятся на территории арктической зоны. В Якутии продолжается реализация федерального экологического проекта «Чистая Арктика». К концу года планируется завершение ремонта в 6 аэропортах республики. Что касается строительных работ в аэропорту Нерюнгри, то они ведутся согласно установленным графикам. Расскажем подробнее. Достигли ряд важных целей и находились на выполнении штабного задания. Бойцы отряда юнармии и казаки Алданского района вернулись из города Сочи. Совсем скоро начнутся долгожданные летние каникулы. Детские лагеря распахнут свои двери для всех желающих. Однако одно из учреждений Якутска уже приняло детей младшего школьного возраста. Программа праздника будет насыщена как никогда. Продолжается работа по созданию объектов и утверждению сценарного плана СЭ «Халанхо» 2022 года. Вопросы реализации федеральных и региональных мер поддержки в различных отраслях экономики Якутии обсудили сегодня на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Айсена Николаева. В частности, обсудили вопросы развития транспортного комплекса региона. Напомним, на уровне Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики сегодня функционируют 2 межведомственных оперативных штаба, которые решают задачи по поддержке и стабильной работе системообразующих предприятий региона. Из мер поддержки федерального характера привлечение льготных кредитов для таких крупных транспортных компаний, как ПАО «Лорб», железные дороги Якутии, аэропорт Якутск. По этим компаниям решения уже приняты. По остальным министерство еще ведет работу. Обсужденный ряд других важных вопросов. Предприятия транспортного комплекса сегодня обеспечили опережающий завоз жизнеобеспечивающих грузов, соответственно, находится в постоянной готовности для реагирования на чрезвычайные ситуации и в части авиационного комплекса, который на сегодняшний день испытывает наиболее такие тяжелые санкционное давление. Сегодня на федеральном уровне принят ряд решений, по которым готовятся соответствующие заявки для обеспечения периода авиаперелетов в период летних отпусков. В Якутии продолжается реализация федерального экологического проекта «Чистая Арктика». Сегодня состоялось совещание, где приняли участие представители «Чистой Арктики», глава республики Айсен Николаев и соответствующие министерства. В этом году определено 3 локации: поселок Батагай Верхоянского района, Усть-Куйга Устьянского и Тикси Булунского Улуса. Напомним, на территории Якутии предварительно установлено более 400 точек накопления лома, цветного и черного металла. 84% от общего объема находится на территории арктической зоны республики. Для того, чтобы увеличивать объемы уборки металлолома, нам необходимо привлечь автотехнику, специализированную технику. Поэтому помощь предприятий, которые находятся в Арктике, нам очень сильно нужна. Это мы имеем в виду и ГУП ЖКХ, и дороги Арктики, и Саха-Энерго. Также необходимо будет привлечь и волонтеров, и вообще молодежь. Сеть дистанционных ЭКГ с охватом 50 населенных пунктов и в основном в арктических районах республики планирует внедрить до конца текущего года. Для этого ЭКГ-аппараты подключат к единой системе республиканского кардиоцентра. Таким образом, фельдшеры смогут снять кардиограмму и сразу передать данные для анализа. Эти и другие задачи намечены по итогам приезда команды федеральных экспертов и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Обсудили глава республики Айсен Николаев, кардиологи, неврологи и главные врачи медицинских учреждений. Они пришли к выводу, что в Якутии необходимо увеличить количество операций по стентированию сосудов сердца, которые отличаются оперативностью, точностью и низкой травматичностью. Между тем, в Якутске начинается работа 21-й республиканской школы гепатологов имени Марфы Алексеевой. Традиционная научно-практическая конференция в этом году посвящена 65-летию высшего медицинского образования в Якутии и 80-летию инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы. Подробнее о том, как проходит школа и какая ситуация с вирусным гепатитом в республике, узнала Светлана Амосова.
Преподаватели, студенты медицинского института, а также врачи со всего региона собрались на трехдневную школу гепатологов, чтобы повысить свою квалификацию и ознакомиться с самыми современными методами диагностики и лечения вирусных гепатитов. Ведь эта проблема остро стоит по всей республике. Вирусные гепатиты – это одна из самых таких актуальных проблем, наверное, медицинской общественности, потому что при неблагоприятном течении обстоятельств она приводит к развитию цирроза печени, к развитию рака печени, а это, в свою очередь, повышает и инвалидизацию, и смертность вот этой патологии. К сожалению, Якутия является одной из неблагополучных территорий по заболеваемости. В Якутии на сегодняшний день более 11 тысяч человек стоят на учете в официальном регистре. Научно-практическая конференция посвящена вопросам оказания медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами в условиях пандемии COVID-19. В гепатошколу приглашены ведущие специалисты из Москвы, Владивостока, Челябинска и Якутска. Первая гепатошкола в республике была проведена в 2002 году по инициативе профессора Марфы Алексеевой. Благодаря ее активной деятельности врачи-инфекционисты, гастроэнтерологи, педиатры и терапевты Якутии имеют возможность слушать лекции ведущих специалистов мировых светил в области гепатологии. Вот кажется, мы приезжаем сюда передавать те знания, которые мы получили, те, которые есть накоплены в мире, но на самом деле мы немножко лукавим, потому что мы же и берем те знания, которые накоплены вашими специалистами, ваш опыт. Поэтому я думаю, что этим школам еще быть, по крайней мере, до тех пор, пока полностью не будет ликвидирован вирусный гепатит в нашей стране и в мире. 2 года конференция проводилась онлайн из-за ограничительных мер, поэтому открытие школы стало долгожданным событием. В этом году участие принимают более 100 человек в очном и заочном формате. Также во время торжественной части врачам вручили нагрудные знаки. Для каждого врача это всегда приятно, то что оценивает труд. Для нашей специальности вот эта гепатошкола проводится вообще каждый год ежегодно. И мы, врачи-инфекционисты, каждый год участвуем, каждый год слушаем познавательные лекции. Президентом страны Владимиром Путиным поставлена глобальная цель – к 2030 году полностью ликвидировать все вирусные гепатиты. Поэтому сейчас врачи и специалисты республики делают все, чтобы максимально снизить число заболевших. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск. Ежегодно Ленский реабилитационный центр для несовершеннолетних получает грант из районного бюджета. Выделенные средства тратятся на нужды учреждения. Так, в прошлом году была проведена большая работа с детьми из социально неблагополучных семей. Специалисты центра организовали 2-недельный летний отдых для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, с познавательными и разъяснительными беседами, экскурсиями, конкурсами. В этом году такой же отдых запланирован на начало июня. К этому мероприятию специалисты центра уже готовятся. Закуплено новое оборудование для комнаты психолога и многое другое. Мы приобрели достаточно неплохое оборудование. Это и спортивное оборудование, это и компьютерное оборудование. Мы приобрели корпоративную одежду для ребят. Если вы увидите ребят в зеленых футболках, это наши ребята в летний период. 12 человек мы набираем, 2 группы, чтобы было соревнование, потому что это захватывает ребят. Это экскурсии, это различные конкурсы, которые мы проводим среди ребят, творческие конкурсы, спортивные и так далее. То есть они пребывают у нас в сезон в очень насыщенном таком работают режиме. Строительные работы в аэропорту Нерюнгри ведутся согласно установленным графикам. К концу года планируется завершение ремонта в 6 аэропортах республики. Это не только позволит решить вопросы, связанные с безопасностью полетов и удобством пассажиров, но и скажется на параметрах пассажиропотока. Уже осенью этого года все работы, согласно подписанного контракта, должны быть завершены. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Новый аэровокзальный комплекс увеличит пропускную способность в 3 раза, что составит 300 человек в час. Терминал у нас в общем составляет 9000 квадратов. Там будет находиться, зона регистрации людей, это 1-й этаж. Также там будут линейный отдел внутренних дел, то есть линейное управление полиции, а также медицинский комплекс, это учреждение именно по аэропорту. А также зона длительного ожидания, стерильная зона для бизнеса, стерильная зона общая, бизнес-зал,
будет находиться. Также на втором этаже на втором этаже также будут находиться административно-бытовые здания, то есть это под администрацию аэропорта самого. И на первом также будет находиться зал привилегированных пассажиров. Уже выполнены работы по устройству основания и искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, водосточной дренажной сети и светосигнальной системы. В настоящий момент ведется строительство аварийно-спасательного здания склада ГСМ. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, но в будущем новые возможности и растущий пассажиропоток привлекут на это воздушное направление новых авиаперевозчиков. На сегодняшний день на летний период сформировано расписание полетов. Авиакомпания «Якутия» будет выполнять рейсы на Москву 3 раза в неделю. Это 1, 3, 6 день недели. И авиакомпания «Сибирь» дополнительно, новые рейсы ввели. Это Домодедово, Москва. Прямые рейсы по 1, по 4 дням недели. Транспортная доступность – одно из основных направлений улучшения качества жизни людей. А также это положительная динамика наращивания производственных мощностей промышленных компаний, жизненно важных для развития экономики региона. Новая взлетно-посадочная полоса имеет длину 3600 метров и ширину 45 метров. Способна принимать воздушные суда всех типов. Аэропорт Нерюнгри, он же Чульман, является самым южным авиаузлом Якутии. А в зимний период времени также является запасным аэродромом для аэропорта Якутска. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В конце июня стартует приемная кампания «Высшие и средние учебные заведения». Какие правила поступления установили для абитуриентов и сколько бюджетных мест выделили учебным заведениям, узнавала Саргалана Неустроева. Не за горами самый важный этап в жизни каждого выпускника школы – поступление. Приемная кампания 2022 стартует уже 20 июня. Очно через сайты учебных заведений и суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на портале Госуслуг. Расскажу подробнее о том, что стоит учитывать при поступлении в этом году. С 1 марта текущего года в силу вступила обновленная редакция правил поступления в вузы страны. Продлены сроки основного этапа зачисления. Теперь он будет длиться с 3 по 9 августа. Кроме того, в случае, если у абитуриента имеется несколько результатов ЕГЭ по одним и тем же предметам, вуз будет автоматически учитывать наивысший результат. Изменения коснулись и сдачи единого государственного экзамена. Так были исключены простые вопросы, решения которых занимали не более 30 секунд. Нельзя будет и воспользоваться методом исключения, поскольку больше в заданиях не указывается количество правильных ответов. Некоторые задания второй части расширили, теперь вопрос может содержать множество подпунктов. Ряд вопросов перенесли из первой части во вторую, где требуется развернутый ответ. И, наконец, изменено время, отведенное на сдачу экзамена. К примеру, обществознание и историю сократили на 55 минут, а по некоторым предметам время, наоборот, добавили. Что ж, простого заучивания для успешной сдачи экзамена в этом году будет явно недостаточно. Между тем увеличиваются объемы бюджетных мест для поступления. Так, на 2022-2023 учебный год СВФУ получил 3960 мест. Это на 101 место больше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году руководство университета приняло решение выделить 50 мест для абитуриентов из числа военнослужащих, участвующих в военной спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках, и их детей на обучение по программам бакалавриата и специалитета на бюджетной основе. Возобновляется очный формат приемной кампании. Таким образом, для поступления в СВФУ пакет документов можно будет подать 4 способами: самостоятельно, через портал Госуслуг, через сервис «Личный кабинет абитуриента СВФУ», а также через операторов почтовой связи. Накануне приемной кампании в Минобрнауки проанализировали самые популярные направления подготовки за несколько последних лет и сделали прогноз. Среди самых востребованных направлений – нанотехнологии и наноматериалы, информационная безопасность, прикладная математика, педагогическое образование, экономика и управление.
В Якутске состоялся полуфинал всероссийского конкурса «Мастер года». Проект проходит среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России в целях выявления талантливых и инициативных педагогов. В этом году участие в конкурсе приняли 23 мастера производственного обучения и преподаватели из 19 профессиональных образовательных организаций республики. Однако принять участие в региональном этапе смогли только 13 лучших мастеров республики. Как отметил заместитель министра образования Михаил Присяжный, именно участие конкурса в последующем создает платформу для развития молодых специалистов, подготавливает республику к участию на чемпионате WorldSkills и становится рычагом развития профессионального образования в регионе. Мастер года, в отличие от студентов, должен обладать всем циклом подготовки. То есть это более широкое. То есть здесь не только то, как ты владеешь самим этим материалом, но и то, как ты можешь научить. Поэтому, как правило, кстати говоря, у нас еще мастера производственного обучения выступают и в роли наставников, которые организуют в том числе не только практику, но и, например, работу в студенческих отрядах. Бойцы отряда юнармии и казаки Алданского района вернулись из города Сочи. В Краснодарском крае 11 защитников Отечества находились на выполнении штабного задания. В ходе пребывания в Сочи школьники достигли ряд важных целей. Подробности в нашем сюжете. Предлагаю дружить городами Алдан, Сочи. Отряд юнармии и представители казачества Алданского района для выполнения задания по руководству штаба были направлены в Сочи. Перед юношами и девушками стояла задача по налаживанию контакта с юнармейцами и казачатами Краснодарского края. Генеральной целью данного контакта явилась организация летнего отдыха для маленьких якутян. Вывозили юноармейцев казачат, вывозили на отдых для того, чтобы они познакомились с ребятами с Краснодарского края для дальнейших совместных сотрудничеств. На будущее задел отлично, нормально. Я думаю, что именно дети Якутии могут теперь как ездить именно организованно, нас будут встречать именно на отдых в Краснодарский край. Пребывание в Краснодарском крае стало весьма насыщенным и интересным. Для гостей были предусмотрены экскурсии, встречи, игры и соревнования. Массу впечатлений ребята получили от посещения спортивно-оздоровительных объектов. Также алданцы ознакомились с историческими местами. Мы ходили в музей Туапсе. Нам рассказывали про оборону Туапсе, как они мужественно сражались. Если бы они не отстояли Туапсе, то у нас бы эта поездка просто-напросто не состоялась. Мне больше всего запомнилось, когда мы сходили на хоккейный матч, хоккейную встречу. Сборная НХЛ и в команде «Легенда». Больше всего запомнился дельфинарий. Были дельфины, показывали очень крутые трюки. Научился управлять лошадью вправо, влево, подтолкнуть, если что, ее, чтобы быстрее шла. Товарищеские отношения между гостями и хозяевами сложились сразу. Расстояние и часовые пояса вовсе не явились преградой. Кроме того, северяне показали южанам, что море уже теплое. Температура где-то 15-18 градусов была на улице. У нас каждое утро подъем, зарядка, голый торс. Вот 2 недели мы это все в системе держали. Ну и, соответственно, да, конечно, мы прыгали в море. Девочек мы жалели, а мужчины-казаки, они что? Они закаленные. В Сочи алданские школьники провели порядка 2 недель. Помимо выполнения поставленной штабом задачи, юные защитники Родины приняли участие в праздновании Дня Победы. Там намного больше народу, там все ограждением, получается, застроено. Там специально подготовлена дорога, чтобы проходить для этого. Юнармейцы и представители казачества достойно завершили майский марш-бросок. Новых друзей, соратников алданцы пригласили посетить Якутию. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К слову говоря, совсем скоро у школьников начнутся долгожданные летние каникулы. После учебного года ребенку важно полноценно отдохнуть. И в летних лагерях дети получают все, что нужно для оздоровления. Однако в одном из учреждений Якутска уже началась специальная восстановительная программа для детей младшего школьного возраста. О том, как в этом году будет организован летний досуг для школьников, расскажет моя коллега Надежда Саханская.
Многим известно, что май – пора экзаменов и завершения учебного года, и у многих школьников совершенно не остается времени для того, чтобы подумать о летнем досуге. Однако для детей предусмотрена программа дневного пребывания в детских лагерях. Так, в оздоровительном центре «Сосновый Бор» с 12 мая начала действовать программа для школьников младшего возраста, которые перенесли заболевание коронавирусом. В основном, конечно, мы здесь делаем акцент на заболевания органов верхних дыхательных путей, потому что, в принципе, можно так сказать, что дети младшего школьного возраста, у них это специфика, то есть больше они заболевают нос, риниты, ангины частые, да, ОРВИ. Поэтому мы на этом акцент делаем, тем более перенесших ковид. Медицинские процедуры, сбалансированное питание, игры на свежем воздухе – это не единственные мероприятия для детей, которые сейчас находятся на смене. Надо сказать, что помимо оздоровительных программ здесь, в лагере «Сосновый Бор», также ведутся уроки для учеников, вот в частности, 1 класса. Сейчас они под руководством учительницы русского языка Натальи Николаевны пишут диктант как раз о весне и о том, что происходит на улице. Кроме этого, стационарные организации отдыха и оздоровления детей Якутска участвуют в федеральной программе «Лагерный кэшбэк». Родители будут иметь возможность вернуть 50% от суммы, которую они оплатили за путевку через карту МИР. В программе детского кэшбэка Республика Саха-Якутия работает уже 2-й год. В прошлом году по этой программе работало 15 лагерей, и то есть было продано на общую около 900 путевок. В этом году у нас ожидается столько же примерно. В этом году у нас первая смена открывается 30 мая. Все полностью готово. Мы уже ждем готовы принять детей. На первые смены запись у нас началась 1 мая. И сейчас остались места только на 3-ю смену. Отдых детей должен быть активным, творческим, познавательным и, конечно же, интересным. Отмечу, что в летней кампании этого года в нашей республике будут работать более 500 детских лагерей. Также откроют свои двери 41 загородный оздоровительный и 15 палаточных лагерей. Ну а сами дети будут долгое время вспоминать свое летнее времяпрепровождение, которое подарит им не только новые впечатления, но и, конечно, новых друзей. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. СХЛАНХО 2022 года состоится 20 и 21 июня в Верхневилюйском районе. Сегодня продолжается работа по созданию объектов на территории и утверждению сценарного плана. Отметим, что в Верхневилюйском районе этот год объявлен годом родного языка ИЕТыл, или в буквальном переводе материнского языка, что символически объединяет объявленные годы матери и культурного наследия в республике. В рамках мероприятия также состоится 4-й международный фестиваль шедевров ЮНЕСКО с участием иностранных гостей. По словам министра культуры и духовного развития региона, программа праздника в этом году будет насыщена как никогда. Я думаю, что республиканский СЭХ, который пройдет в Верхневилюйске, будет очень интересным, удивительным событием. Это раз. Во-первых, после пандемийных всех мероприятий мы все соскучились по живому общению. Я уверен, что Верхневилюйск, организаторы в районе, мы, Министерство культуры и все культурные учреждения, которые будем там участвовать, мы сделаем праздник для того, чтобы он был, во-первых, увлекающим, для того, чтобы он тянул как магнитом всех наших зрителей. Вот сегодня мы только озвучили, что минимальное количество гостей, которые ожидаем, почти 20 тысяч человек. Вот я думаю, что мы должны это все разместить для того, чтобы каждый успел прикоснуться к какому-то интересному событию, удивительному событию и событию, которое, наверное, там будет для него впервые. Что касается долгожданного Исахатуймады, то в этом году планируется участие 200 тысяч жителей и гостей столицы. Как отметили в окружной администрации, практически все трудовые коллективы столицы уже активно готовятся к празднику. На местности Усть-Хатын продолжается обновление объектов инфраструктуры, навигации и уборка территории. Что касается программы праздника, то только культурных мероприятий запланировано более 100. А 25 июня в местности Усть-Хатын во время празднования Исахатуймады пройдет гранд-финал 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу.
И в конце о спорте. Сборные Узбекистана и Кузбасса по хоккею Ю-15 провели товарищеский матч в Кемерове. Встреча прошла в рамках образовательной программы Международного комитета игр «Дети Азии», в которой принимают участие представители Узбекистана. Спортсмены готовятся к грядущим зимним международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Кемеровской области в 2023 году. Подробности в следующем материале. Несмотря на статус товарищеской игры, юные хоккеисты с первого вбрасывания шайбы начали бескомпромиссную борьбу за каждый участок корта. По итогам 3 периодов из серии буллитов победу со счетом 9-3 одержала команда хозяев льда. Мы просто вышли, делали свое дело, нам нельзя было проигрывать. Мы вышли, выиграли. Будем смотреть, будут еще игры. Возможно, сегодня ребята были еще не особо готовые, не особо настроенные. Хоккей в Узбекистане только набирает популярность, и возможность сыграть с командами из других стран – это уникальная возможность для юных спортсменов наработать бесценный опыт. Хоккей у нас пока только развивается. У нас 3-4 года назад была построена новая арена, Хума-арена. Пока у нас команды, в основном только с Ташкента, и в Самарканде открылась одна команда. Тренер сборной команды Узбекистана также обращает внимание на недостаток игровой практики. Образовательная программа стала прекрасной возможностью восполнить недостающие пробелы и подготовиться к предстоящим зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Нам бы побольше вот именно практики, игр вот таких, чтобы ребята чуть-чуть не терялись вот такие моменты, потому что все равно тренироваться можно хоть годами, но игровая практика, она необходима. Основная задача у нас все равно обстрелять ребят, и чтобы подготовить их функционально, научить их, чтобы они подготавливали себя, подходить к определенным соревновательным турнирам, чтобы они подходили в оптимальной форме. Образовательный проект по развитию зимних видов спорта – это программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед вторыми зимними играми. Проект способствует расширению географии участников и привлечению новых стран к занятиям зимними видами спорта. Основной этап – это до 2023 года, до самих игр. Они разделены на две группы. Это начинающие страны, где совсем нет зимних видов спорта. И группа, которая, так скажем, с начальным уровнем подготовки. Вот такая сегодня заехала, одна из таких стран заехала по хоккею, сборная Узбекистана. Всего мы будем проводить образовательную программу по 4 видам спорта. Это сноуборд, горные лыжи, шорт-трек и хоккей. Осенью мы ожидаем также команду Объединенных Арабских Эмиратов. Для юных спортсменов, тренирующихся в Кузбассе, подготовлена также обширная культурно-развлекательная программа. В частности, они посетят музей-заповедник «Томская писаница» в Яшкинском районе и ледовое шоу Евгения Плющенко под названием «Союз чемпионов». Ну а тренировки завершатся 21 мая. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.